Так, ну вот, друзья, не без приключений. Дело в том, что это материал, конечно, материал материалом, но это не ПВХ, это материал называется ТПУ. Вот, и при покупке я просил лодку для экстремальных сплавов и так далее. И производитель, конечно, мне сразу предупредил о том, что нужно не забывать, что это не ПВХ все-таки, а материал ТПУ. И смотрите сейчас, что с нами случилось. Вот мы стоим вот на речке, пообедали сейчас, да? И я решил все-таки лодку перевернуть, посмотреть, почему вода набирается. Мария сидит постоянно в воде. Видите, вот стояла здесь вот наша корыто, вот здесь, ну, вот это вот, на котором Мария сидит, оно стоит. Оно имеет более округлые, такие острые грани. За счет этого, за счет того, что мы задевали вчера, позавчера пару раз камни, а каждое затрагивание приводит вот к таким дырам. Смотрите, здесь дыры образовались. Поэтому мы сейчас будем это все дело клеить. Вот. Чтобы это все приклеить, нам нужно сначала обезжирить. Ну и просто обычно как клеится полухолодка. Я наложу несколько заплаток. И думаю, все будет нормально. Так, ну вот так вот вышли из выход ситуации нашли. Так. Вода уже, как видите, здесь прям наполнялась она вот. Нажимаешь и наполняется. Сухо. Здесь сумки так привязаны. Сейчас еще мелочи туда привяжем. Вот так вот я поставил ее. Повязал. Все четко. Так, друзья, ну вот, значит, мы находимся в нижней Таге, ночуем, да, ручей. Здесь чуть ниже ручья, получается, в 100 метрах, 150-200 метрах находится вот такая изба охотников. Видно, что соболятники, соболя. Ну, видно, что приходил медведь. Посмотрите на находчивость местных охотников. Они взяли пищевую пленку. Вот такую пищевую пленку держат, обычный большой рулон. Просто намотали окно, как временное решение, видимо, по всей видимости. Ну вот, такие вот у них тут. В общем, изба хорошая изба, понравилась нам. Печка. Мы затапливали один раз, потому что было сыро, когда мы пришли. Вот. Ну, оставил им тут дровишек, дров не было. Наколол, подготовил, оставил, все убрали, как было. Правда, у них тут, конечно, стол был сломанный. Мы его маленько, они его как-то какими-то щепками там поставили. Они его очень на чурбачки такие поставили, что вот. И это самое. Все, здесь переночевали, все оставляем как есть. Тоже. Главное, мусор, вот этот ваш, всякие банки, отходы с едой, там все это сжигайте в печи. Вот. Хозяйственная постройка. Коптильня. Такая коптильня. Вот. Ванная с видом. С вот таким. Ну вот, дорогие друзья, 10 часов мы выезжаем с Нижней Туги, с избы.
В общей сложности, друзья, от Югоренка мы ушли на расстояние около 87-90 километров. Следующее, ну, как бы промежуточное место выхода на связь — это Усть-Юдома, 200 километров. Получается, отсюда еще 110 километров нам осталось до выхода на связь. Через, так, раз, два, три. Через 2 дня я должен, получается, уже выйти на связь с Усть-Юдомы. 2-3 дня. То есть у нас еще есть время в запасе. А от Устья-Юдомы до Усть-Май 200. Общая протяженность маршрута около 400 километров. Ну вот, представляете, вот 90 мы уже прошли. Да, получается, это Якутия, а это Хабаровский край. Одно весло у нас в Хабаровском крае, другое в Якутии. Да. В Хабаровском, другое в Якутии. Тик-тик-тик-тик-тик. Макароны с тушенкой от Вячеслава Бродникова. Китайское блюдо. Почему лентяйское? Походное блюдо. Чистая. Вот такая вот. Ага. Давай крышку. Вторую давай. В походах нам всегда нужна наши гаджетах нуждаются в электроэнергии, ну, в подпитке, поэтому я использую вот это. Я давно уже покупал в 2017, подождите, ну, в 16 году, наверное, вот это, или в 15 или 16 вот эту панель. Вот такая она, китайская панель обычная, на Алиэкспрессе брал. Я потом заходил, смотрел ссылки, ее уже не было. Такую панель уже не делали. Вот здесь вот, ну, она 28 ваттная, как бы. Здесь вот выход на 12 вольт у него идет. 5,5 джек. Ну или джек, или как его там называют. Вот он. Так. И есть обычная медленная зарядка Type-C. Это есть USB. Вот. Вот эта штука, я заряжаю телефон. Сейчас я зарядил свой фонарик. Вот такой вот большой фонарь. Я утром поставил. Он у меня был разряжен вчера полностью. Он Type-C идет. Вот. Nikon H35. И сейчас он зарядился полностью.
Сейчас у меня здесь стоит зарядка, наш холод. Использую телефон в качестве холода. И вот такая вот зарядка тоже хочу показать сейчас. Почему эхолот? Навигатор, нет? Навигатор, да, навигатор. Такая вот зарядка есть. Сейчас хочу тоже показать. Вот эта зарядка у меня на сайте клевая-рыбалка.рф была. Вот, это у нас идет Powerbank с одновременно с солнечными панелями. Вот так вот он собирается. Вот. Вот такой вот Powerbank. Killnext. 16 тысяч махов. Сюда телефон ложишь, он беспроводная зарядка вот есть. Ну и, собственно, вот здесь вот у него разъемы USB, Type-C. Это просто микро-USB, 2 USB. Вот. Вот такими вот штуками пользуемся. Просто здесь привязали, плывем. Все это работает, заряжается. В общем, вот такие вот штуки. Вот, друзья, сейчас вот подъехали. Получается, здесь как местность называется? Вот, Касьян. 65-й, вот, угодья Касьяна. Встретил своих земляков, в общем, Иван, Касьян, Маша. Ну расскажите, что как, рыба вообще есть, нет? Здесь, может быть, мы попали не в сезон, там просто воды очень много, мы уже плывем 4-й день. Где вся рыба, Костян, рассказывай. Вода мутная, но рыбы сейчас нету. Рыбу надо угадать воду. Ну, примерно В августе. в августе. Приезжайте в августе, в сентябре, Да. самая будет рыба классная, да. Костян, скажи, за сколько ты ловил тайменя самого? На 50 килограмм. На 50 килограмм, друзья. Ты его взвесил, получается, да? Да. А как ты его взвесил? Мы ловили на спиннинг, ловили в прошлом году на 38. А мы контакт возим. Круто, круто. Вот такие дела. Вот так вот, друзья. Так что рыба Рыба здесь здесь есть. Да. А эти линки там, лимбы Да, есть, да? ленок есть, как говорит. Лимбы тоже, да? Да. Ну и ее мало тут. В Вот основном эти боковые речки, наверное, надо искать, наверное. ленок. Да, да. Все есть, вино, таймень. Едем дальше. Да, друзья, мы дальше сплавляемся. Осталось отсюда вот до устья Юдомы сколько? 65. 65 километров. А завтра я должен оттуда уже выйти на связь и плыть дальше до Усмани. Все, передавай привет, Ром. Кому ты Всем хочешь? привет. Рыбак? В каком классе Да. учишься? В пятый перехожу. А, молодец. С папой приехал, да? Рыбачишь? Ловил уже что-нибудь? Поймал? Да, Что поймал? я ловил щуку 9 килограмм на Да, спиннинг. да ты что, красава. Красава. Не каждый может так похвастаться на 9 килограмм щуку на спиннинг. Молодец, давай. Удачи тебе поймать тайменя большого на 50 килограмм, как дядя Касьян. Учись у него. Спрашивай. Вот, это дядя Касьян. Ага, чего себе. Всё, давай. Удачи. Все, пока. До свидания. До свидания. Приклеишь это на моторную лодку, будешь самым крутым. Или на ящик. Или на ящик рыболова. Хорошо? Хорошо, Удачи. Больших Всё, щук, давай, пока. большой рыбы тебе. спасибо. Как снегопад. Июльский снегопад. Сегодня у нас на обед гречка. Вот. А там у нас чай с лекарственными травами. Слава пошел за диким луком. Говорит, там много растет. Вот. Гречка у нас идет с луком. Мы взяли с собой сухой лук в пакетике. И вот добавляем. Если сейчас Слава рыбу не поймает, гречка будет с тушенкой. Если поймает, то гречка будет с рыбой. Оп. Спасибо.
Ну вот, друзья, подходим к устью Юдомы. Вот за этими скалами, вот за той горой, за река Майя. Первое наше место остановки будет метеорологическая станция, с которой мы должны выйти на связь, сообщить, что мы живы-здоровы, движемся по маршруту и продолжить наш путь. Сошел, а нет, сидит. Сошла. Хороший был. Так-ка сейчас. Что? Щука, что ли? Давай. Крупный окунь. Хороший. Ну что, Мария, у нас потихонечку на ужин-то. Наконец-то. Так, это у нас или залежка. Потихонечку набирается, да? Вот такие окушары, смотрите. Вкусные, наверное. Да, очень вкусный окунь. Окунь гоняет малька вдоль берегов. И вот сейчас вот на вечерочке, так скажем, выехали на Майю и пытаемся наловить нам на ужин, потому что, ну, каждый день мы рассчитывали, что будет на Юдоме хоть что-то, но на Юдоме нам не очень подфартило, поэтому с водой, и поэтому мы сейчас выехали на Майю. Здесь вода более чистая, как видите, и рыбы здесь, соответственно, ну, видит приманку хорошо, и поэтому сейчас мы ее будем весим. Что-то более тяжелое надо вообще поставить. Это не то. Думаю, вот это будет нормально, самое то. Вот в такой расцветочке белой, бело-желтый. О, бурундук бегает. Есть. Опа! Есть. Вот такой вот красавчик. Есть. Ничего, так сопротивление такое хорошее, приятное.
давно я такого не испытывал, конечно, друзья. Практически всю зиму. О, хорошие кабанята. Смотрите, друзья. Вот это рыба. Свою голову. Это кабан. Килограммовый, что ли? Почти, да. Вот. Еще один товарищ идет. Хорошо, пока вот это вот крутилось, вот неудобно. Ручка. Видите, она вот вращается. Вот. Это как бы карповая, конечно. Не то, что это. Ну, тогда давайте поднимемся, сделаем. Ушел. Пошел, да. Ну вот здесь он взял, вот здесь они берут. Вот Мария мне тут подсказывает, где рыба клюет. Видишь? Видишь, точно. Точно она говорит, все время. Рыбачка знает, где рыба водится. Ну. Вот. Клев пошел вечерний. Вечерочка подперла. Да подожди, ты успокойся, лодку не проткни мне своими иголками. Друзья, лодка ТПУ очень аккуратно нужно быть. И вот эти вот товарищи, они довольно-таки колючие. И нужно вот аккуратнее быть с крючками, со всеми вот этими вот. Так что имейте в виду, если рыбачите прям с лодки. Комаров стало больше, да? За рыбалкой-то особо не замечаешь их. Есть. Такой прям богатырик идет. Опа! Поймал я его в подсак. Все. Ура! Что там, Мария, сколько уже у нас? У нас уже раз, два, три, четыре, пять. Это 6-й будет. Прям по три окуня, да? Ну там у нас еще, может, людей сейчас кого угостим. Угу. Вот такие вот классные горбачи прям. Ну этот прям заглотил, я тебе скажу, прям самый. О! Опа! Опа! Все, у нас 6-й. Ну мы столько дней рыбы не ели, Фанка. Ага. Всех съедим. Всех съедим, да? Да. Еще одного поймать? Да. Мне 3, тебе 4. Вот. Вот это уже другой разговор. И поедем, да? Да. Вот там вот очень хорошо клюет почему-то. Там и тут, вот посередине, вот где елочка подвисшая, видишь? Вот. Ага. Там может какой-то рельефчик или там стайки кружатся, не знаю. Так, продолжаем плыть, прокидываем вдоль берега. Солнце зашло, село, то есть за горизонт. Ну, как видите, на фоне горы еще оно где-то есть на закате. Вот. Нас прикрывает гора, как бы закрывает. Уже прохладно становится. Еще бы одного окунька взять и уже, ну и хватит нам. Вот. Ну если не будет, то мы и 6 рады, как говорится. Вот здесь вот рыба гоняет малька, друзья.
Есть. Есть. Кто это? Окунь. Норму взяли. Норму взяли. Там отцепился еще. Все. Сейчас это